Чувак, откуда? То кто, братан? Не такой, точно. Кто что? Даже не Авраам. Не благословлю никогда. Нет. Ты что творишь? Не Ленина. Аминь. Сегодня мы будем говорить о совершенно неизвестных фактах из жизни Авраама. Авраам назван отцом веры. Любой верующий сегодня – это человек, о котором сказано, что его отец или прародитель этого человека, прародитель его веры – это был Авраам. Итак, я хочу, прежде чем я буду говорить о мало знакомых для вас фактах, я хочу, чтобы вы сказали мне сейчас самые известные факты про Авраама, которые у вас есть в голове. Авраам поздно родил своего сына. Сколько ему лет было? 100. Еще факты. Какие вы знаете про Авраама? Дай другим сказать. Давайте кто-нибудь другой. Какие были еще факты про Авраама? Ой, давай вот этот факт опустим, и потом мы тоже про него поговорим. Он откуда? Из Ханаана, да? Но он оказался в конечном итоге в Ханане. На самом деле он из Ура Халдейского. Еще какие факты вы знаете про Авраама? Еще какие факты вы знаете про Авраама? Был готов убить своего сына-подростка. Вау! Он был готов его отдать Богу. Это самое ценное, что было в его жизни. И он был готов это принести на жертвенник. Еще. Еще раз. Вышел из своего родства. Зачем? Потому что Бог ему это сказал. Он был послушен Богу. Еще. Он был богат, да, Библия говорит так. Еще. Какие факты? Ты сказала, да, это? Мы к этому тоже факту вернемся. Леш, какие факты у тебя в голове есть об Аврааме? Ты-то... Красивая жена у него была. Человек с красивой женой нам говорит. Еще. Кто? Что? Авраам заключил завет с Богом. Ну, скорее, Бог заключил завет с Авраамом. Да? Один из людей, с которыми Бог заключил завет. Еще. Есть какие-то факты? Он в полноте не увидел до конца то, что Бог обещал. Он не увидел народ, который должен был от него произойти. Он увидел только сына. Ну и внука. Отец народов не увидел эти народы. Хорошо, сегодня мы говорим с вами о неизвестных фактах. Практически ни один из этих фактов вы не назвали. Итак, давай, пожалуйста, нам слайды. У нас есть первое что? Ной умер, когда Аврааму было 58 лет. Друзья! Это ли не факт, о котором мы должны постоянно помнить? Авраам, скорее всего, вы же помните, что в то время не было интернета, не было телека, не было медиа, и люди из уст в уста передавали различные истории. И история потопа, она была на слуху у Авраама. Если Авраам лично не знал Ноя, то точно историю про Ноя он знал. Он знал все, что было до потопа, он знал все, что происходило во время потопа, и он знал, что есть на этой земле человек, который этот потоп пережил, Ной. И я не удивлюсь, если Авраам однажды совершил паломничество к тому месту, где жил Ной. Он пришел к нему и спрашивал: Ной, почему произошло то, что произошло? Кто тот Бог, который побудил тебя построить корабль и потом путешествовать с этой зооцерковью целый год? Я думаю, он поинтересовался, у него были вопросы, и эти вопросы, скорее всего, он каким-то образом удовлетворил, услышав ответы либо от Ноя, либо от людей, которые знали Ноя непосредственно. Но это тоже домыслы могут быть. Это не точно. Но это важная информация. Ной продолжал существовать на земле, жить на земле, когда Авраам жил. И так происходило до 58 лет. Ур Халдейский и Харан, который оставил Авраам, это были два центра идолопоклонства того времени. И интересно, что Авраам вышел оттуда, и только после этого у него началось плотное общение с Богом. Друзья, что это символизирует сегодня для каждого из нас? Надо сделать все, чтобы выйти и оградить себя. Я понимаю, что мы не можем жить сегодня вне этого мира, полного идолов, полного нечистоты всеразличной. Но когда ты внутри своего сердца, ты отгораживаешь или ты освящаешь себя, отделяешь себя для святого Бога, с этого момента начинается твой диалог, твое общение с Ним.
Знаете, может быть, друзья, может быть, ты задаешься вопросом, почему Бог со мной не разговаривает. А Бог говорит, пришло время тебе выйти из того, что было Хараном или Уром халдейским в твоей жизни. Я скажу даже больше. Есть такая информация о том, что до того, как он пошел в Харан, до того, как он пошел потом в Ханаан, живя в Уре халдейском, он был скульптором. Скульптор из семьи скульпторов. И знаете, кого он ваял? Не Ленина. Ну, хотя, это то же самое, да. У нас были ребята из другой стороны, такие прошлись по нашему городу, говорят, опа, такое впечатление, что у вас Советский Союз не прекратился, везде Ленина можно встретить. Так вот, Авраам, он ваял идолов того времени. Но это тоже, это может быть домысел. Но истина в том, что он оставил вот эти два центра идолопоклонства, и он отправился туда, куда звал его Господь. Знаете, интересно, что сегодня существуют разные центры идолопоклонства на этой земле. И ты смотришь на христиан, они не то что избегают этих центров идолопоклонства, они хотят туда приехать, они хотят там жить в этих центрах идолопоклонства. Мы об этом чуть позже поговорим. Давай следующий факт. Отец Авраама, Терах, жил еще 60 лет в Харане, после того, как от него ушел Авраам. Он продолжил свою жизнь, он продолжил какой-то свой образ жизни, от которого Авраам отказался. И интересно, что сегодня Иисус предлагает нам отказаться от прежнего образа жизни, в котором мы все находились. Он даже говорит, оставьте прежний образ мыслей, которым вы раньше жили. Сегодня вы вышли и живете для новой жизни. Он говорит, оставьте этот мир с его грехами, с его идолопоклонством, с его ценностями для того, чтобы жить для меня. Друзья, с этого начинается плотное общение с Богом. Когда ты внутри своего сердца, ты посвящаешь себя для жизни с Богом, и ты посвящаешь себя, чтобы ходить с Богом. С 75 до 110 лет Бог говорил как минимум 8 раз это обещание. Скажи 8 раз. 8 раз за 35 лет. Это то, что только записано в Библии. Было сказано так Аврааму: я, Бог говорит, непременно благословлю тебя и сделаю твое потомство многочисленным. Как звезды на небе, как песок на морском берегу, и твое потомство овладеет городами своих врагов, и через твое семя получат благословение все народы на земле, потому что ты послушался меня. Есть как минимум 8 мест Писания, где Бог ему обещает, что через него будет огромный народ, и что ему будет принадлежать та земля, на которой он сегодня странник и пришелец. Почему? Почему? Скажи, почему? Нет, почему 8 раз в течение 35 лет Богу надо было снова и снова говорить ему эти слова? Потому что Авраам такой же, как и мы. Иногда мы слышим какое-то Божье обетование про нашу жизнь. Мы слышим Божье обетование про наше здоровье, про наши финансовые какое-то благословение. Мы слышим какое-то обетование из Писания, но мы не видим исполнения. И иногда мы готовы опустить руки. И снова Бог приходит. И как Аврааму говорит: Авраам, я не шутил. Авраам, я Бог, который сказал и не откажется. И снова он напоминал ему эти места Писания. Знаете, я хочу сказать больше для нас, последователей веры Авраама. Что такое вера Авраама? Это когда ты берешь обещанное Богом, и ты постоянно сам себе это напоминаешь. Ты постоянно сам себе об этом говоришь. Это так классно, когда Слово Божие ты сделаешь для себя живым. Когда это Слово ты обращаешь к самому себе, и ты говоришь: ранами Иисуса, Денис, ты исцелился. Даже если ты не ощущаешь, даже если сейчас все твое тело говорит против, ранами Иисуса ты исцелен. И на кресте все твои немощи, все твои болезни. И ты продолжаешь снова и снова. Может быть, тебе кажется, Бог к тебе не приходит, но ты Его Слово берешь, сам себе напоминаешь, чтобы не опустить руки. Еще один факт. Авраам первый еврей. Кто такой еврей? Кто такой еврей, друзья? Еврей, Бытие 14:13 написано, что Авраам был первый еврей. Вот первый человек, про которого сказано, что он еврей, Авраам. Еврей. Есть несколько разных переводов, но этот перевод мне больше всего нравится. Специалисты по переводам с древнеарамейского, не обессудьте. Вот это мне больше нравится. Еврей
иври, это значит сторона. Весь мир на одной стороне, а Авраам на стороне Бога. Друзья, знаете, сегодня я кучу людей вижу, которые хотят приобщиться к еврейскому такому братству. Некоторые носят там какие-то символы еврейские, кто-то говорит, я еврей по вере. Знаешь что? Я хочу тебя вдохновить, стать человеком Божьим, как Авраам, который отказался от стороны этого мира и который встал на сторону Божью. Который внутри своего сердца сказал, пусть этот мир живет так, как он хочет жить. Я буду жить так, как мне мой Бог говорит. Пусть этот мир идет туда, куда он хочет идти. Я пойду за тем, кто меня однажды призвал. Тогда мы будем настоящие люди, обрезанные в сердце нашем. Мы будем носить на себе этот символ еврейства, будем носить внутри себя духовный символ вот этого причастности к Аврааму, когда я выбираю сторону Божию. Скажи своему соседу, выбери, брат, сторону Божию. О, друзья, я хочу вам сказать, каждый день нашей жизни мы выбираем, на чьей стороне мы будем. Каждый день нашей жизни, когда дело касается, к примеру, ответить кому-то злом на зло, ты выбираешь. Либо ты пойдешь, как этот мир, на его стороне, либо ты окажешься на стороне Божьей, ты закроешь свой рот и скажешь, я не буду вас давать злом за зло. Еще кто-то этот факт сказал, ну пусть мы снова упомянем его. Бытие 13 глава, 2 стих. У Авраама было много скота, серебра и золота. Он был богатый человек. Это должно ломать наши стереотипы, потому что во многих религиозных системах слово «святой» или слово «отделенный для Бога», оно ассоциируется с бедностью и нищетой. Но на самом деле, когда мы читаем Божие обетование, Он сказал, если ты последуешь за мной, я благословлю тебя так, что все народы будут тебе завидовать и будут это видеть. Его внуку, его сыну завидовали люди, окружавшие его. Я думаю, к нему тоже с трепетом и иногда даже с завистью относились другие люди, потому что для них этот человек был удивителен. Он пришелец, он иммигрант, он прибежал из другой страны, но он супербогатый. Как? Следующий факт. Авраам первый начал давать десятину Богу. Пусть порвутся все шаблоны у тех людей, которые говорят, что десятина – это закон. Авраам был первый человек за 500 лет до закона. Не было закона еще ближайшие 500 лет. Но этот человек по вдохновению Божьему отдал 10% какого-то там дохода, который он поимел через военные действия. Друзья, этот человек, который первый сделал этот шаг, давать Богу 10%. Но я вам могу сказать больше. Там есть еще один факт про этого человека, что Авраам отдал самое дорогое, что было в его жизни. Сына собственного. Знаете, сегодня для церкви Авраам это не просто человек, дающий десятину. Он пример того, что давать, это значит отрывать от своего сердца самое родное, самое ценное, самое дорогое нашему сердцу. И это не значит, некоторые люди говорят, ну что я буду на жертвенник приносить свою жену, она у меня самая дорогая, хотя некоторые согласились бы. Что я буду на жертвенник приносить то или другое или третье? Нет. Иисус сегодня нам предлагает, Он говорит, вся твоя жизнь, все, что ты будешь иметь, все, чем ты будешь пользоваться, посвяти это для меня. Пусть это станет чем-то, что является инструментом для моей славы и для достижения моих целей. Можешь на это аминь сказать? Сегодня Бог, Он предлагает нам не просто давать десятину. Он говорит, отдай все, все, кто ты есть, и все, что ты можешь иметь, и все, что ты можешь достичь. Просто посвяти это для моей славы, чтобы я мог этим пользоваться. Еще один важный факт. Перелистни, пожалуйста, дальше. При Аврааме был уничтожен Содом и Гоморра. Это Бытие 19 глава. Вы же помните, да, этот факт? Никто это не сказал. При Адаме был уничтожен Содом и Гоморра. При Аврааме был уничтожен Содом и Гоморра. Что это значит? Что такое Содом и Гоморра? Не читайте это место Писания. Что такое Содом и Гоморра? Вот кто? Содом и Гоморра до сих пор. Слово Содом используется как обозначение чего-то совершенно извращенного в сексуальном плане. И
люди, которые называются сегодня вот этим вот именем содомиты, это люди, которых сегодня красиво называют геи или люди нетрадиционной ориентации. И знаете, интересная история произошла. Когда Содом и Гоморра были уничтожены, огонь излился с небес на эти два города. И от них ничего не осталось, было уничтожено все, вот все живое, все неживое, там камня на камне не осталось, все сгорело. Но более того я вам скажу, когда вы читаете, там следующее место Писания, покажи мне, пожалуйста, когда вы читаете, где были расположены города Содом и Гоморра, они находились в долине Сидим. И здесь написано, что после того, как они были уничтожены, только после того появилось Мертвое море на этом месте. Вот эти два города, это символ Божьего суда и символ Божьего проклятия. До сих пор это место, где нет ничего живого. До сих пор, например, есть куча исследователей, которые говорят, что в водах Мертвого моря не живет ничто живое. Там какие-то, может быть, бактерии только могут обитать в такой соленой воде. И вот именно там, на глубине Мертвого моря, находятся останки Содома и Гоморры. К чему я все это говорю? Сегодня, знаете, мы с одним парнем разговаривали, он говорит, я сталкивался с тем, что есть сегодня проповедники, как современное течение, да, христианское, или продвинутое. Как это говорят? Нет, не New Age, когда прогрессивная церковь, да, он говорит, сегодня есть проповедники прогрессивной церкви. Это люди, которые принадлежат, верни меня, пожалуйста, в предыдущий слайд. Это люди, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Надеюсь, меня не забанят там, где мы будем показываться. Да, мы ничего не будем замазывать. Потому что, слава Богу, мы можем об этом сегодня говорить. Половина мира сегодня уже об этом говорить не может. Это тот грех, который привел целых два города к полному уничтожению. И сегодня многие люди смотрят на то, что происходит вокруг, в прогрессивных странах. И они смотрят на ту вакханалию, которая там творится. Они не могут понять, как так? Какой-то вот этот современный грех, новый грех появился под названием гомосексуализм. На самом деле этот грех был при Аврааме. Этот грех был, 300 лет всего лишь прошло после потопа, и этот грех захватил целый город. Библия говорит, что весь Содом собрался для того, чтобы заниматься определенными там извращенными вещами. Когда пришли ангелы к Лоту, все мужчины, молодые и старые, пришли и говорили, выведи нам этих парней, мы хотим этих людей использовать. Знаете, Иезекииль 16:49 говорит так про эти два города. Вот в чем был грех Содома, твоей сестры. Она и ее дочери были надменны, пресыщенны и равнодушны. Они не помогали нищему и бедняку. Если это все переиначить на современный русский язык, они просто зажрались. Они жиру бесились. Эти два города имели все. Я думаю, они были процветающими городами. Я думаю, они были суперцивилизованными городами по тем временам. Но они зажрались в своей пресыщенности. И они хотели чего-то такого с изюминкой. И они пришли к тому, что называется гомосексуализм, и за что они были полностью уничтожены. Я, когда готовился вообще к этой теме, связанной с Авраамом, я, честно говоря, вообще не хотел трогать и Содом, и Гоморру, честно, не хотел. Но я считаю, что об этом необходимо сказать. Сегодня я снова поднял старое пророчество, которое Дэвид Вилкерсон сказал в 1974 году. Я не буду цитировать все это пророчество, вы можете найти его в интернете в свободном доступе. И он говорил, в Соединенных Штатах Америки в то время было дико, когда кто-то мог сказать, что я гомосексуалист. 74 год это был. И он говорит, приходят такие времена, когда два сдерживающих фактора, это церковь и общественное мнение, они падут. И они примут, что быть гомосексуалистом это нормально. И он говорит, как только это случится, откроются шлюзы нечистоты. И эти шлюзы нечистоты, через них просто будет излита эта нечистота на землю. И знаете, то, что сегодня происходит с цивилизованным миром, это безумие.
Это безумие, которое предсказывали пророки. Тот же самый Дэвид Вилкерсон, он сказал, что будет 3 фазы. 3 фазы развития этого греха. И это один из самых агрессивных грехов сегодня. Который, знаете, если, например, человек просто так сблудил где-то, он втихаря сидит. Он не хочет, чтобы об этом кто-то узнал. Но почему-то люди, которые вовлечены в гей-сообщество, они должны выйти с транспарантами и флагами и заявить на весь мир, что я не просто грешник, я вот такой отчаянный человек, вот с таким вот флагом. Потому что за ними стоит суперагрессивный дух. Так вот, тот же самый Дэвид Вилкерсон говорил, что будет 3 фазы для каждой страны. И это 3 фазы, которые начнутся с того, что восстанут гомосексуалисты, которые будут говорить о том, что это нормально. Они просто будут с маленьким сначала голоском заявлять о том, что это нормально. Я вам могу сказать, благодаря соцсетям, благодаря ТикТоку, благодаря всеразличного рода интернет-движениям, сегодня, например, в нашей стране примерно первая фаза, когда молодежь говорит, да в принципе, меня это не волнует, пусть живут как хотят. Это их дело. Согласитесь, у многих такое сегодня отношение. Ой, да это их дело, имеет право, почему нет, мы в свободной стране. Это первая фаза. Когда к ним начинают относиться как к людям, которые нормальные. Вот есть люди, которые курят вейпы, есть люди, которые там, например, изменяют своим женам, а есть просто гомосексуалисты, имеют право. Это первая фаза. Дальше он говорит, вторая фаза, когда это сообщество начнет требовать права, подобные правам гетеросексуальных людей. То есть они будут заявлять о том, что они имеют право выходить замуж и жениться, они имеют право усыновлять детей, они имеют право на признание. И во многих странах это уже произошло. Это право они добились, они выбили себе это право, они заставили общество заткнуться, замолчать и выдать им эти права. А третья фаза, и эта фаза, скажем так, совершенно крайняя, это когда ты не являешься гомосексуалистом, ты будешь подвергаться гонениям за это. То есть их права станут выше прав нормальных людей. И это, опять-таки, в некоторых странах и эта фаза уже наступила. Знаете, вот когда мы говорим, например, о центрах идолопоклонства, я просто в шоке, когда я удивляюсь, что люди думают, что, например, там цивилизованная Европа или цивилизованная Америка – это место, куда мне надо сегодня уехать, и я буду счастливым человеком. Друзья, я не всегда согласен с такой позицией. Если тебя Бог туда не отправляет, быть миссионером или быть проповедником для этих людей, которые там потеряны без Христа, я тебе хочу сказать, не торопись туда уезжать, потому что это постхристианская территория, где сегодня эти демонические силы имеют невероятную агрессию и власть. Не торопись туда ехать, потому что это может быть обратная дорога, откуда убегал Авраам. Это может быть обратная дорога для некоторых, когда ты своих детей и ты свое будущее связываешь с этими центрами. Да простят меня все американцы. Да простят меня люди, которые живут сегодня в цивилизованном мире, которые сегодня смотрят на нас, как на дикарей. Да простят меня эти люди, но я вам могу сказать, дорогие друзья, сегодня, да, слава Богу за нашу страну, слава Богу за общество, которое у нас сегодня есть. Необходимо молиться, необходимо сегодня церкви влиять на молодых людей, необходимо сегодня ставить эти цели, чтобы молодые люди, которые уже заражены этими идеями, чтобы они были вырваны из этой тьмы. Потому что уже многие молодые люди, например, из-за того, что они с детства насмотрелись какой-то нечистоты, порнографии, каких-то мерзких вещей в интернете, они уже внутри, да, с извращенным мышлением, они уже внутри, вот здесь, с пораженным мышлением, они внутри думают, у меня вот гомосексуальные мысли, наверное, я таким был рожден. И когда ты говоришь этому человеку, что все люди были рождены, если я, например, мужчина, я был рожден мужчиной, но если вдруг у меня появились гомосексуальные идеи, это всего лишь продукт того мышления, и той информации, той пропаганды, которая наполняла свои мозги. И все, что нужно сделать, это не согласиться с тем, что, может быть, я, такой вот странный человек, все нормальные, а вот я ненормальный. Нет, надо согласиться с тем, что пришла пора воевать со своими мозгами. Пришла пора выкорчевывать все, что этот нечестивый мир с его нечистотой, может быть, насадил в нас. К сожалению, через то, что там люди попадают в порнографию или люди попадают в какие-то сообщества, где эти вещи становятся чем-то нормальным. Слышите меня, дорогие друзья?
Друзья, это вещи, в которых мы должны себя хранить. Это вещи, о которых Бог продолжает упоминать, говорить. Это вещи, о которых Он не молчит, потому что это важно. И это то, что сегодня все более и более агрессивные формы набирает. И это то, что мы будем видеть через 20, через 30 лет как нормой вокруг себя. Поэтому церковь – это один из сдерживающих факторов, который есть сегодня у Бога. И знаете, интересно, за Содом и Гоморру Авраам ходатайствовал. Помните это? Он ходатайствовал, потому что там жил его племянник Лот. И он сначала начал с 50 праведников. Он торговался, по 5 человек убавлял, дошел до 10. Он говорил: Бог, если хотя бы 10 праведников найдется в этом городе Содоме, давай ты не уничтожишь. Бог согласился. Однако ж Содом был уничтожен, потому что даже 10 праведников не нашлось. Знаете, некоторые люди говорят: ну вот там гигантские города, гигантские там сообщества нечестивых людей. Слава Богу за церковь. Слава Богу за святых людей, которые продолжают ходатайствовать, которые продолжают давать своему городу, своей стране надежду. Сегодня церковь – это не просто сообщество странных людей. Сегодня мы с тобой – надежда для этого погибающего мира. Если бы в нашей стране, если бы в нашем городе, если бы на этой земле не осталось церкви Христовой, этот мир бы был обречен уже в тот же самый день. Мы сегодня сдерживающий фактор, и мы сегодня ответственны за то, чтобы забрать как можно больше людей из лап этих агрессивных демонических сил. Можешь со мной аминь на это сказать? Мы за это постимся, мы за это молимся, мы продолжаем проповедовать другим людям, потому что мы понимаем, что человек без Христа, он обречен быть уничтоженным огнем. И не просто как в Содоме это произошло за несколько секунд. Эти люди без Христа, они обречены на вечную погибель, на вечное мучение в огне вечном. Поэтому наша ответственность сегодня как церкви не просто думать о том, чтобы вырвать людей из какого-то греха. Наша ответственность вывести людей из этого обреченного мира и привести их на территорию Царства Божьего. Скажи аминь, пожалуйста, со мной. Еще несколько фактов, и мы закончим. Пелек. Что для вас, вот, когда вы слышите слово или имя Пелек, что оно значит? Не читайте. Пелек. Телек. Пелек. Запомни это имя. При Пелеге земля была разделена. Я раньше думал: Господи, ну хорошо, там потоп, то, сё, там этот брат Ной на Араратских горах приземлился. А как индейцы появились в Мексике? Как появились эти аборигены в Австралии? Они как, переплыли, что ли, океаны? Как они там появились? Судя по тому, что здесь написано, что во времена Пелега была земля разделена, скорее всего, раньше был один континент. Был один континент. И потом все эти, сколько у нас сейчас континентов? 6? Они разошлись. Вау! А почему нет? Друзья, в то время происходило столько катаклизмов на земле. Например, в один день огонь сходил и города пожирал вообще, как будто бы их и не было. На том месте море образовывалось. Почему нет? И знаете, что самое интересное? Пелек родился через 101 год после потопа, и он прожил 239 лет на земле. Почему я про Пелега говорю? Зачем? Это мне ненужная совершенно информация, и эта информация совершенно непонятная для нас. Авраам – 10-е поколение от Ноя. Пелег – 5-е поколение от Ноя. К чему я все это говорю? Потому что в то время происходили кардинальные перемены вокруг. В то время происходили невероятные свершения, происходили вещи, которые просто менялись невероятным образом. И мы сегодня живем, как нам кажется, в последнее время, многие вещи меняются невероятным образом. Мы думаем, ну вот, это только в наше время, это только вот в наш период все меняется так, что завтра все новое происходит. На самом деле, то, что происходит сегодня, было уже вчера. И вера Авраама, она помогла ему сохранить себя или сохраниться в мире и пройти спокойно весь тот путь, к которому Бог его призывал. Я хочу тебе сказать, в это непростое время, когда все очень быстро меняется, вера Божья, она поможет тебе сохранить твое сердце.
И ты в мире Божьем доживешь до последнего вздоха на этой земле. Слышишь меня, друг дорогой? Я знаю нынешние обстоятельства, вообще ситуации, которые очень быстро развиваются вокруг нас. Экономические, политические, военные действия и т.д. и т.п. То, что вчера выглядело вот так, сегодня это выглядит вот так. Это пугает нас. Это пугает нас. Друзья, это пугает вас. Я знаю, это пугает всех нас. Но в то время все происходило тоже очень не по плану. Очень пугающе все выглядело. Но Авраам, понимая, что Бог, призвавший его верен, доведет его до конца. Он хранил веру, он хранил мир, и эта вера помогла ему дойти до конца. Пусть вера Божия сегодня, она приносит мир в твое сердце. Знай одно, Бог тебя призвал, Бог через тебя будет действовать, Бог пойдет до конца вместе с тобой и до самого последнего дня, до самого последнего вздоха на этой земле. Бог будет держать тебя за правую руку. Аминь. Аминь, друзья, скажите со мной аминь. Потому что иногда кажется, вот в этих волнах, в этом океане каких-то проблем, я не вижу Бога, я Его не чувствую, но Бог продолжает быть Богом в нашей жизни, и Бог продолжает хранить нас. Следующий неудобный факт, вообще неудобный факт. И ты спросишь меня, Денис, зачем ты вообще этот факт вытащил? Зачем ворошить грязное белье Авраама? Когда я читаю вот эти вещи, он дважды врал, что Сара его сестра, пришел в Египет, понял, что египетский царь обязательно узнает про эту женщину. Он ее просто технично подставил. Он сказал, давай вот ты представишься там моей сестрой, и если вдруг что, мы с тобой не знакомы. Второй раз с Авимелехом та же история произошла. Причем? Это было уже к моменту, когда должен был родиться Исаак. Саре было 90 лет. Я вообще не представляю, что за женщина была в 90 лет, на которую цари западали. У нас нет 90-летних сестер? Нет. Цари западали на нее, говорили, вау, кто эта женщина? В окошко смотрит, кто эта женщина? Ну-ка узнайте этого мужчину, кем она ему является. Они там в бадминтон играют на полянке, выбегают слуги, говорят, мужчина, кто эта женщина? И он понимает, сейчас надо будет бодаться за нее. Он говорит, сестра. Есть вопросы, забирайте. Вообще, я сестра. Я только за то, чтобы у нее хорошо жизнь устроилась. Чувак, ты что творишь, Аврамушка? Ты что делаешь? Что происходит? Знаете, все вот эти истории, вот этот вот Давид, который с Версавия замутил, этот Гидеон, который там прятался, накрылся плащ-палаткой и там выбивал себе пшеницу. Все эти ребята, Самсон с длинными волосами, который позволил блуднице эти волосы обрезать. Все эти ребята, они имели какие-то слабости, какие-то человеческие просто пороки. Знаете, это не должно нас радовать, это должно нас вдохновлять. Потому что иногда мы думаем о себе, ну кто я такой, разве я герой веры? Я не Давид, я не Моисей, который может бодаться с 3-миллионным народом, раздвигать моря. Я даже не Авраам. Я боюсь там из города Бишкек уехать лишний раз, а тот вообще ушел и жил в палатке всю свою жизнь. Кто я такой? И знаете, иногда мы видим свои какие-то падения, мы только и видим какие-то вещи, в которых мы несовершенны. Вот это должно нас вдохновлять, что если Бог из такого чудака, который дважды от своей жены отказывался ради того, чтобы его не пришибли, дважды подставлял свою жену, и через этого человека Бог смог прославиться, я уж точно знаю, что через тебя Бог прославится, потому что ты не такой точно, ты не такой точно, ты не такой точно. Я знаю, что все сегодняшние факты, о которых мы говорим, какая-то часть была известна, какая-то часть была неизвестна из этих фактов. Конечно, есть факты, о которых ты можешь написать нам в комментариях, мы будем обсуждать и эти факты. Но важно сегодня из всего, что было с Авраамом, нам чему-то научиться, взять это для своей жизни, чтобы это не было бесполезной информацией, которую мы услышали сегодня, и забыли. Все эти вещи про Авраама, это вещи, которые нас чему-то учат. Это вещи, которые нас во что-то толкают или на что-то вдохновляют. Покажи мне это место Писания. Последнее место Писания мы заканчиваем. Бытие, Евреям 11 глава.
с 8 стиха. «Верой Авраам, призванный идти в землю, которую ему было обещано получить в будущем, в наследие, подчинился и пошел». В чем вера Авраама? Подчинился и пошел. В чем твоя вера? Подчинись Богу, иди и делай то, что Он тебе говорит. Вера – это действие, вера – это услышать что-то, вера – это понимание вещей правильных, когда ты подчиняешься этим вещам, идешь и делаешь. Вера Авраама сегодня, пусть она отпечатается в твоей голове, подчиниться и пойти. Скажи со мной: подчиняюсь и иду. Подчиняюсь Богу, не подчиняюсь каким-то служителям, не подчиняюсь каким-то людям, не под их какое-то ярмо встаю. Я сегодня сын, слуга и раб Божий, и я подчиняюсь своему Богу, который является моим господином. Иду и делаю то, что ему нравится. Дальше, что написано про Авраама? Верой он поселился в обещанной земле, как чужеземец. Иди в любое место этого мира, но только понимая, что Бог тебя туда отправляет. Если кто-то из вас придет и скажет: Денис, благослови, хочу уехать в Америку. Не благословлю никогда, если не буду уверен, что Бог тебе это сказал сделать. Если хочешь ехать в Америку, езжай. Но это не значит, что Бог поедет с тобой везде, куда ты захотел поехать. Бог хочет, чтобы ты поселился там, где Он этого хочет. В этом и заключается вера. И что самое интересное, знаете, он поселился в эти места и всю свою жизнь прожил в палатке. Дальше про него написано. Дальше. 11 стих. Верой Авраам стал отцом. Что это значит? 75 лет Бог ему говорил: будешь отцом. 75 лет он держался за обетование. 75 лет он держался за то, что Бог сказал про него. Друзья, держитесь за обетование, которое вы знаете из Нового Завета о себе. Держитесь за обетование о ваших детях. Даже если сегодня ты смотришь на него и ты думаешь: в кого это тупица вообще? Держись за обетование, что я и мой дом, мы будем служить Богу. Держись за обетование, которое Бог сказал, что будешь веровать ты, спасешься ты и весь твой дом. Держись за обетования, связанные с исцелением, с деньгами с твоими. Держись за эти Божьи обетования, потому что Бог верен. И как Авраам стал отцом, так и ты станешь отцом свершения Божьих обетований над твоей жизнью. И еще одно. Там у нас есть место Писания, 17 стих. «Верой Авраам, когда Бог испытывал его, принес Исаака в жертву». Будь готов самое дорогое отдать для Бога. Скажи своему соседу: будь готов, Андрюха. Будь готов отдать самое дорогое. Знаете, мы все на словах готовы отдать самое дорогое. Мы все на словах говорим: Господь, оставлю все и пойду за тобой. Или как? Леш, пожалуйста, другая песня. Я готов все, что есть, отдать. Мы так легко эти слова говорим. Бог однажды придет и скажет: ты же готов все, что у тебя есть, отдать. Отдай вот это. То, к чему прикипело твое сердце. О чем ты думаешь, что было всю жизнь твоей мечтой. Отдай для Бога. И я еще раз хочу напомнить, когда дело касается веры, это всегда деньги. Когда дело касается веры, это всегда что-то жертвовать для царя. Это всегда чем-то делиться для Бога. Это, знаете, Богу не нужны наши деньги на самом деле. Он смотрит на наше сердце. Богу не нужен был мертвый Исаак. Он смотрел на сердце Авраама. И когда Авраам притащил его на жертвенник, положил, занес над ним нож, Бог сказал: то кто, братан, все, я понял. Ты тот человек, которому я могу вручить ключи от Царства Божьего. Сегодня Бог, Он дает нам какие-то задания. Иногда это как проверка может быть в нашей жизни. И Он смотрит, что ты будешь с этим делать. Итак, Авраам, пусть это будет человек, который нас учит каким-то действиям и каким-то свершениям в нашей жизни. Аминь.